Уважаемые товарищи, Ольга Михайловна, уважаемые помощники, друзья, товарищи, соратники. Сегодня владыка напомнил православную традицию, что такое 40 дней после ухода человека в жизни. Это имеет глубокие корни и сегодня имеет большое значение для каждого усопшего человека. Мы должны сегодня помнить у Михаила добрыми словами, подчеркивать его жизненный путь, что он сделал, чтобы сегодня он в самом светлом, самом лучшем виде стал перед Богом, перед Господом Богом. Конечно, нам, проработавшим с ним долгие годы вместе, друзьям, товарищам, не верить с нами сегодня нет этой вещи. Но жизнь такова, что поделаешь. Вот. И мы сегодня должны кратко, емко подчеркивать его жизненный путь, его роль в становлении нашей новой республики. Вот безвозвратный уход Михайловича для Якутии являлась огромной потерей. Она отозвалась в душах и сердцах каждого жителя нашей республики. Дни провода Михайловича во всех уголках нашей родной Якутии руководители и рядовые граждане от души сказали самые добрые слова в адрес Михайловича. Его оценили как созидателя новой Якутии. О нем говорили как о творце демократической республики с правовым гражданским обществом. Его везде и всюду ставили наравне именем Максима Кировича Амосова. Это на самом деле так, товарищи. Но много сказано о его конкретной деятельности, о роли в развитии родной республики, о строительстве жилья, о строительстве учебных заведений, медицинских, о развитии всех отраслей народного хозяйства. Я не буду останавливаться на них, потому что мне хорошо известно. Я хочу остановиться в одном только вопросе, о котором Михайлович очень много старался сделать свое дело. И, наконец, все-таки все это началось. И это его заботы, это его старания, особенно видны и отражается сегодня. Он говорил таким образом, что Арктика, она богатая, но арктические народы живут невыносимым условием, что это особенности природно-климатические правительствами не учитывают. Вот надо делать так, чтобы арктические районы жили, работали, пользовались его недрами наравне с другими слоями населения. Вот его была заветная мечта. Для этого он очень много сделал. Он создал впервые в мире такое движение, как Арктический союз. Он, знаете как, мечтал одного самого главного. У нас экономика будет развиваться. Потому что у нас вырастут два крыла. Первое крыло – это алмазная промышленность, второе крыло – это нефтяная и газовая. Но однако недоступность транспортная, отдаленность от основных
оно и решается долго. И надо начинать сегодня. Вот его был возраст. И он, Михаил Ильич, помните, насчет железной дороги, какой свисток, какой гудок прозвучал несколько лет тому назад в Нижнем Местях. Как народ обрадовался. Но роль Михаила Ильича в этом вопросе исключительно огромная. И мы должны сегодня об этом знать. Почему? Потому что в силе экономической трудности строительство Аяма было практически заморожено в 1985 году. Помните? 1985 год. А вот он этот вопрос поднял в 1991 году, будучи председателем Верховного Совета. Неоднократно бывал у министра железной дороги, железной дороги. Он неоднократно бывал у главного строителя железной дороги, значит, у Брежнева. Такой фамилия такая. И, наконец, он собственной волей, собственной мудростью убедил наших депутатов Верховного Совета 12-го года и принял постановление начать строительство железной дороги за счет бюджета нашей республики. Так и случилось. И Михаил Ильич подписал один из первых указов, будучи президентом, о создании министерства по делам Аяма. И назначил, и создал фирму, строительную фирму. И работа закипела по строительству этой железной дороги. Она была завершена в 1993 году до Томмота. И до Алдана в 1994 году начиналась постоянная перевозка грузов. Вот об этом нельзя забыть. Это первое. Какую роль он придал транспортной логистике, какое значение он придавал этому вопросу для развития, для дальнейшего развития. Второй вопрос. Он говорит, железная дорога хороша, она недостаточна. Мы должны восстановить Северный Ледовитый океан, то есть Северный морской путь. Тем самым лучше, значит, развить транспортную логистику республики. И он вместе с академиком Николаем Николаевичем, известным академиком Николаем Николаевичем Моисеевым, долго, почти год, готовили вопрос о программе развития Арктики и воссоздания и развития Северного морского пути. Эту программу они предоставили вдвоем, с двумя подписями. Михаил первым подписал. Чернобыльцев. И знаете, правительство поддержало. Так? Был создан Арктический союз. Но однако потом заглохло. А видели, все-таки Путин Владимирович понял, что без Арктики и без Северного морского пути нельзя развивать арктическую зону. Он взялся. И программа Михаила Ильича Николаева, нашего президента, нашего уважаемого, заработала. И мы эту его заслугу не должны забыть. Не должны забыть. Вот поэтому я особенно подчеркиваю вот эту его две очень хорошие инициативы, которые сегодня, я думаю, одним из ключевых вопросов развития России, всей России, и Якутии в частности. Потому что это главное для инвесторов без транспортной логистики не ждать ни одного рубля не будет. Даже без этой транспортной логистики невозможно сегодня Ленинский мост построить. Поэтому я хочу подчеркивать, что Михаил Ильич был бодрым человеком, дальновидным человеком. Он был настоящим руководителем не только республики, но видным деятелем Российской Федерации. Поэтому мы должны эти проблемы, этот вопрос должны учитывать, когда мы должны рассмотреть
вопрос об увековечении памяти Михаила Ильича. Вот знаете как? А Михаил Ильич по вопросу увековечения своих предшественников, лучших людей, обращал огромное внимание. Он воссоздал новый образ Кулаковского. Он объявил его духовным лидером республики. Он создал в музее, книги переиздал. И много чего сделано, чтобы популяризировать и увековечить память Кулаковского. Алексей Алексеевич. Он очень много усилий придал, чтобы увековечить память Амосова Оюнского параха. Я лично знаю, когда работал по прессе, он неоднократно бывал на приемах у Степашина до КГБ. Он был тогда начальником КГБ и получил доступ к секретным документам. Подключил Амосову Лену Максимовну. Она тоже там работала по заданию Михаила. И были вытащены из очень сверхсекретного документа архива КГБ нужные документы. Это помогло ему доказать Ельцину, а также и Яковлеву, тогда председателю реабилитационной комиссии, что надо принять отдельный указ о восстановлении светлой памяти репрессивных представителей русского народа. И это его мечта, это его упорная работа была успешно завершена, был принят указ. И он начал, не только начал, а осуществил именно увековечение вот этих великих наших предшественников. Вот этого только было название, в учебниках можно было посмотреть, в газетах можно было читать. А дальше ничего не было. А благодаря усилиям Михаила имена Амосова, Аюнского, Барашева стали гордостью народа. Только благодаря усилиям Михаила. Мы должны этого нельзя забыть. Поэтому я прошу ускорить увековечение, достойного увековечения, достойного, наравне с Максимом Кирилловичем Амосовым. Я должен сказать, как старый человек, его заслуга перед Якутией нисколько не ниже, чем заслуга Максима Кирилловича Амосова. Нисколько. Потому что, видели, действительно мы живем, вы правы, Второй Республики, мы правы, Второй Республики мы живем. Вторая, первая была социалистическая, столетие, которое мы недавно отметили. А с 90-го года, начала работы Михаила, Вторая Республика, демократическая, правовая, гражданским обществом. Разница большая. Поэтому мы должны оценить заслугу Михаила. Поднимаю тост за светлую память нашего великого сына. И я надеюсь и провозглашаю слово «Аминь», что он сегодня